Его должны были бы открыть, где-нибудь часов за 12. Проблема здесь заключается в следующем, что он шел со стороны Солнца, по-видимому. А со стороны Солнца, сами понимаете, когда он направлен на Солнце, никакой телескоп не откроет. Постоянно падают метеориты, больше, меньше, несколько тонн ежедневно выпадает. Это явление случайное. Случайные явления связаны со случайными событиями. Есть крупные астероиды, у которых достаточно стационарной орбиты. Есть более мелкие, у которых нет таких вот очень четких орбит. И иногда они сбиваются с орбиты, сталкиваются с другим осколком. И столкновение достаточно мощной силы, потому что скорости большие. При этих столкновениях они разрушаются, и осколки разлетаются в разные стороны. И некоторые из них падают на Луну, образуя кратеры, на Марс, образуя кратеры, и на Землю, и на другие планеты. Но когда произойдет столкновение каких-то астероидов, когда эти осколки долетят, а может быть они не долетят к нам, вот это все случайно. Поэтому предсказать такое событие невозможно. Падение километровых тел, которые приводят к глобальной катастрофе, практически к вымиранию всего человечества. Вот таких угроз мы говорим.